В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Материнский капитал, изменения в Конституции и контроль над исполнением законов в регионах. Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию России. Правительство Якутии и страховая компания «Югория» подписали соглашение о сотрудничестве. В Нерингре Якутуголь проверит. Такова реакция Сарданы Гурьевой, регионального омбудсмена, на факт голодовки сотрудника компании. В Алекминском районе проблемы с созданием ФАП. Жители села Урицкое как никогда ждут открытия автозимника. Что дальше с контактными зоопарками? С начала года в России вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Первая группа участников проекта «Покорители холода» прибыли в Аймяконский район. Президент страны Владимир Путин выступил с ежегодным посланием перед Федеральным собранием. Глава государства в начале своего обращения сделал акцент на поддержку семей, повышение демографических показателей и рождаемости. Так, Владимир Путин пообещал продлить программу материнского капитала, действие которой заканчивается 31 декабря 2021 года. Продление, по словам российского лидера, планируется до 31 декабря 2026 года. Путин отметил, что необходимо поддержать тех, кто начинает семейную жизнь и хочет родить ребенка. При этом президент подчеркнул, что с января уже 2020 года российские семьи получат материнский капитал при рождении первенца. В этой связи хотел бы предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые также должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка. Но считаю, что в современных условиях и этого мало. С учетом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, недостаточно. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти выплаты. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. Также президент сказал, что с 1 сентября 2020 года в России вводится доплата классным руководителям из федерального бюджета. По словам президента, было много споров о том, чья это обязанность – регионов или страны. Цитата. «Но что такое классный руководитель? Это воспитатель, а это федеральная функция. При этом все действующие выплаты классным руководителям должны быть сохранены», сказал Владимир Путин. Современная школа – это современный учитель, его высокий статус и общественный престиж. К середине наступающего десятилетия национальная система профессионального роста должна охватить не менее половины педагогов страны. В перспективе не только в сфере общего, но и дополнительного профессионального образования. Ближе всего к ученикам их классные руководители. Такая постоянная, каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей – это огромная ответственность. И она, конечно, требует особой подготовки наставников и их особой поддержки. В этой связи считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5000 рублей за счет средств федерального бюджета. Также президент России Владимир Путин в ходе послания призвал доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера и федеральных министров. Надо доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры премьера, подчеркнул глава государства.
К другим событиям. Правительство Якутии и страховая компания «Югория» подписали соглашение о сотрудничестве. Как отметил председатель правительства региона Владимир Солодов, это стратегически важный документ для развития страхового рынка в Якутии. Напомню, в октябре 2019 года Банк России отозвал лицензию страховой компании «Стерх». Такое решение было принято из-за нарушения порядка инвестирования средств страховых резервов. Однако, как уточняют власти, все проблемы после отзыва удалось избежать. Все выплаты по страховым договорам выполнены без задержек, и предприятия Якутии не понесли существенного имущественного урона. Сегодня мы заключили договор, соглашение, которое предполагает, что это сотрудничество мы будем развивать, и мы очень надеемся тому, что присутствие такого серьезного игрока, как Югория, на нашем страховом рынке позволит обеспечить важнейшие права наших граждан и предприятий и тем самым обеспечить развитие и экономики, ну и просто базовых потребностей наших граждан. Страховая компания «Югория» осуществляет деятельность по 23 видам страхования и перестрахованию. Компания уже открыла филиалы во всех районах республики. Специализируемся на автостраховании, при этом очень много занимаемся страхованием имущества, ответственности, занимаемся сложными промышленными рисками. Поэтому я уверен, что любой житель, любое юридическое лицо найдет необходимый продукт среди спектра наших продуктов. Уполномоченная по правам человека в Якутии Сардана Гурьева инициировала проверку в компании «Якутуголь». Такое решение было принято после сообщения о голодовке, которое объявил один из работников предприятия. Ранее сообщалось о том, что сотрудник компании пошел на такие меры из-за разногласий с начальством. Само руководство «Якутугля» прокомментировало ситуацию следующим образом. Сотрудник хотел получить компенсацию за переезд в другой город. Но согласно внутреннему регламенту организации, такие расходы возмещаются по факту, то есть после предоставления билетов, договора аренды и транспортных накладных. Работник этих документов не предоставил, из-за чего и произошли разногласия, а как следствие – объявление голодовки. Омбудсмен Сардана Гурьева проверит эту информацию уже скоро. Планируем также сейчас проверку на предприятии. По информации гражданина, это положение, к сожалению, касается не только одного. Мы планируем еще встретиться с одним гражданином, который считает, что есть факты нарушения трудовых прав. И мной инициировано обращение в адрес прокуратуры Нерюнгринского района. И надо сказать, что данная проверка прокуратурой Нерюнгринского района начата. Поэтому информация объективная, всесторонняя, полная по результатам проверки будет также доведена через средства массовой информации. Новость о голодовке застала омбудсмена в рамках рабочего визита в Нерюнгринский район, где Сардана Гурьева провела прием граждан. С какими проблемами к ней обращаются нерюнгринцы, расскажет Екатерина Павлова. Основная масса вопросов была связана с нарушением жилищных прав, касаемо переселения из ветхого и аварийного жилья, а также повреждения жилого помещения граждан от пожара. Помимо этого, нерюнгринцев волнуют вопросы качества предоставления медицинской помощи, нехватка врачей на месте. Следующая группа вопросов – это связано с установлением инвалидности. 6 апреля 2020 года планируется плановый выезд состава врачей по линии медико-социальной экспертизы. И мы с Лазаревой Леной Ивановной, руководителем федерального учреждения МСЭ, здесь договорились, что будут определенные обращения граждан, которые взяты мной на контроль, для того, чтобы врачи могли очно осмотреть, поскольку есть ряд жалоб, обращений или по изменению группы инвалидности, например, с первой группы на вторую, или абсолютно в отказе об установлении инвалидности. И в этот раз на приеме не обошлось без обсуждения давней проблемы нерюнгринских пенсионеров по возвращению отобранного у жителей северного районного коэффициента 1,7, применяемого при начислении пенсий. Доведена информация о работе рабочей группы при правительстве Республики Саха-Якутия, и намечены также выслушаны и намечены планы и выслушаны внимательно предложения по дальнейшему решению данного вопроса. За 2 дня приема уполномоченного по правам человека помощь смогли получить 27 нерюнгринцев. Также состоялись выездные приемы на дому для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатерина Павлова, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри.
Но сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». В Алекминском районе проблемы с созданием ФАП. Жители села Урицкое как никогда ждут открытия автозимника. Что дальше с контактными зоопарками? С начала года в России вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. И первая группа участников проекта «Покорители холода» прибыли в Аймиконский район. В эфире «Якутия-24» мы продолжаем наш выпуск. Энергетики продолжают восстановительные работы на подстанции «Южная» в Якутске. Для уменьшения количества плановых отключений, необходимых при проведении работ, специалисты центральных электрических сетей подключили передвижную дизельную электростанцию, что подстрахует потребителей, проживающих на Сергелякском шоссе 4-й километр, переулках Хоринский, Ямской, Кушнаревский и улице Луговая. В ближайшее время энергетики готовятся запитать от еще одного передвижного генератора для потребителей на улице Красильникова, переулок Зодчий. Энергетики просят горожан, попавших под ограничения, с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности снизить нагрузку энергопотребления до минимума. Ограничить использование электрических чайников, микроволновых печей и других энергоемких приборов. Нами был введен веерный график ограничений, который предполагает включение напряжения по 2 часа. Такой график предполагается быть в настоящий момент до завтра, до конца завтрашнего дня. Но наш персонал прилагает все усилия для того, чтобы ускорить ликвидацию данного технологического нарушения. Прошу потребителей отнестись с пониманием к данной ситуации, да, и по возможности в случае, так скажем, ненадобности не пользоваться электрическими приборами, то есть снизить нагрузку до минимума. Каждый третий житель Земли хоть раз в жизни нуждается в донорской крови. Кровь, сданная одним донором, дает надежду на выздоровление сразу 3 людям. Кто может стать донором и что для этого нужно, разбиралась Полина Долинская. Донорская кровь в настоящее время остается незаменимым лечебным средством. Ее нельзя купить за деньги или заменить лекарством. Единственный ее источник – неравнодушный к чужой беде человек, добровольно пожелавший стать донором. Сейчас в Якутии более 12 тысяч доноров, 9 тысяч из которых проживают в столице, что является колоссальной помощью для поддержки арктических и северных регионов республики. Кровь, он такое вещество, он, как грубо говоря, быстро портящийся. Его безгранично невозможно готовить. Он постоянно должен обновляться и обновляться. Ежедневно станцию переливания крови посещает около 30-40 человек и проходит забор донорского материала до 20 литров в день и около 10 тысяч литров ежегодно. Кровь, сданная одним донором, дает надежду на выздоровление сразу 3 людям. Посетитель с номером 41 приглашается в кабинет номер 1. Стать донором может каждый гражданин в возрасте от 18 до 65 лет, который обладает хорошими показателями по состоянию здоровья и принял решение помочь спасти жизнь другого человека. Придя на станцию переливания крови, при себе необходимо иметь паспорт и результаты ФЛГ. После этого проходит забор первичного анализа крови и осмотр врача. После одобрения от терапевта донор проходит в отдел заготовки крови. Первичный донор сдает 350 мл крови. Повторные, или как называют их врачи, кадровые доноры, сдают 450 мл. После донации врач еще раз проверяет самочувствие донора. По завершению донору выдают справку, которую он предоставляет своему работодателю. По правилам, ему полагается 2 оплачиваемых выходных дня или же они суммируются к отпуску. Также на станции переливания крови полагается денежная компенсация. При первичной донации в размере 900 рублей и 3200 рублей за повторное посещение. Максимально допустимое число сдачи крови в год у мужчин 5 раз и 4 раза у женщин. Знала, что моя кровь может спасти 3 жизни. Мне стало интересно, я пришла, сдала кровь. И сейчас я уже сдаю 2-й раз. К сожалению, женщины могут сдавать кровь только раз в 3 месяца. Если бы это было возможно почаще, я бы, наверное, почаще приходила. Сейчас молодежь здоровая, каждый может прийти, это не занимает большого количества времени, его кровь может спасти жизни.
Для того, чтобы получить гордое звание «почетный донор», необходимо сдать от 40 донаций. Сейчас в Якутии насчитывается около 800 обладателей этого звания. И их число с каждым годом растет, что еще раз подтверждает, что донором быть почетно. Полина Долинская, Григорий Охлопков, Якутск. И продолжая тему здравоохранения, в селе Урицко Алекминского района жители с нетерпением ждут строительства нового здания фельдшерско-акушерского пункта. Старое здание обветшало, проблема решена, осталось дождаться открытия автозимника. Подробности в нашем следующем материале. Медицина – одна из наиболее важных для человека, ведь от нее зависит жизнь. Особенно актуален вопрос в селах. Вот и для жителей села Урицкого Алекминского района медицинская помощь является основной. В селе имеется фельдшерско-акушерский пункт, который оказывает основную медицинскую помощь. Имеется все необходимое для работы. Наш ФАП построен в 1992 году. Он предназначен был как для врачебной амбулатории, поэтому здание у нас большое. Но с годами обветшало. Но благодаря работникам ФАП поддерживается в рабочем состоянии. Уже давно работники и жители села ставили вопрос о строительстве нового здания. В этом году наконец-то вопрос сдвинулся с мертвой точки. Как только официально откроется автозимник, ждут завоза материалов для нового здания. С местом под строительство также определились. Новое здание будет стоять рядом, что удобно не только для работников, но и для жителей села. Запланировано уже в этом году начать работы. И даже в этом году новое здание пустить. Хочется надеяться, что для жителей села Урицкого в этом году получение медицинской помощи будет проходить уже в новом современном здании. Максим Копылов, Алекмин. Нетрогательный бизнес. С начала Нового года в России вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Один из его пунктов ужесточает работу контактных зоопарков. Некоторые эксперты и вовсе прочат их полное исчезновение. Новый закон защищает как самих животных, так и посетителей, в первую очередь детей. В чем суть нового документа, разбиралась Ульяна Шагина. Наталья Повецкая 4-й год содержит в Якутске контактный зоопарк. Теперь он сменил название на зоогалерею. Признается, новых правил не боится и даже рада, что вышел новый закон, который защитит животных, прежде всего, от нерадивых владельцев. Я очень рада, что он вышел, потому что на протяжении 3 лет я объездила всю Сибирь, все контактные зоопарки, Москву, Новосибирск и так далее. Ну, у меня, допустим, я просто была в шоке, когда на том же 5-м этаже торгового центра стояла пони в вольере метр на метр, а это лошадь, ей нужно постоянно двигаться, это 100% животное уже погибнет в любом случае. В зоогалерее сегодня содержится около 20 видов животных. Беличью обезьяну по кличке Джуди в очень плохом состоянии Наталья буквально вырвала из рук московского фотографа. Теперь Север стал настоящим домом для экзотического животного. Когда мы сняли ошейник, мы приходили в ужасе, в полном. Там все загноилось, естественно. Обезьяна сама себе вообще никак, не знаю, она не была сама себе отдана, она всегда смотрела и готова была всегда все исполнять. Отныне по новым правилам гладить ее, да и многих других животных зоопарка чужим нельзя. Для обезьянки в ближайшее время будет построен домик, в котором он сможет укрыться от чужих глаз и отдохнуть от большого количества клиентов. По новым нормативам теперь к физическому контакту с людьми будут допущены, к примеру, козлята. Но для них по новому закону теперь должен быть построен собственный домик, где они могут укрыться от нежелательного контакта с людьми. Но, как утверждают сами работники зоопарка, в домик они будут заходить только в ночное время. А так они туда не заходят, они постоянно требуют контакта. Они уже настолько привыкшие к этому, люди заходят, они их кормят, они их гладят. Зоозащитники добивались принятия этого закона долгих 8 лет. И, конечно же, рады, что теперь он хоть как-то защитит братьев наших меньших. Контактные зоопарки, они сильно сокращают жизнь животного, потому что он находится в неволе, это неестественная среда, плюс вот эти люди, которые постоянно с ним контактируют, животное должно жить в своей среде, человек должен жить в своей среде. Я считаю, что человек не должен лезть к ним, так же, как и они не лезут, по сути, к нам. Между тем, по новому закону, те трогательные зоопарки, которые не смогут пройти все требования, обязаны будут сдать своих животных в специализированные питомники, коих в столице, естественно, нет. Тех же самых обезьян, если мы отвезем в пункт передержки на Чеченко 57, кто им создаст там температуру, кто им будет кормить манго, креветками, давать им витамины ежедневно, это все очень недешево,
Тем временем региональное управление Россельхознадзора в эти дни начнет проверку всех контактных зоопарков в Якутии. На сегодняшний день запрошено наличие контактных зоопарков, количество животных, видов животных. Проверки будут с этой недели именно по этому закону. Еще одно условие таких зоопарков – обязательное их лицензирование. Оно будет происходить до 2022 года. Но пока не определены даже условия выдачи этого документа. А пока все зоопарки в Якутии собираются работать в штатном режиме. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Григорий Николаев, Якутск. Участники первой экспедиции «Покорители холода» Павел Матвеев, Илья Володарский и проводник Георгий Цепандин прибыли на место дислокации группы в Аймиконском районе, где намерены в течение 2 недель проводить метеонаблюдение за температурой воздуха. К вашему вниманию представляем третий выпуск дневника участников экспедиции. Наш технический лагерь находится примерно в паре километрах от основного. Сегодня планировали добираться сюда на снегоходе, но снегоход не завелся. Его пришлось отогревать в палатке, поэтому мы добирались сюда пешком. Наш технический лагерь, стационарная метеобудка, тарелка для интернета и палатка со всем обеспечением. Там внутри генератор и все спутниковое оборудование. Вот здесь подвешено все оборудование, вот генератор, вот печка. Сейчас температура минус 48 градусов. Я лежу полностью в закрытом спальнике, потому что там, наверное, все минус 50. Печка потухла и просто ад. Снегоход замерз. Пришлось занести его внутрь палатки, чтобы отогреть. Давай, грейся. Ребятки, мы идем измерять температуру воздуха. Камеру пришлось оставить, поэтому снимаю на iPhone все. Да, за бортом минус 46, а может быть и больше. Сейчас проверим. Но пока что iPhone не выключился. Работает. И тут у нас вот будка стоит, где измеряется температуру. Мы дошли. Что показывает? 48. А по нижнему? По нижнему. Нижний. По нижнему. 47. 48. Юновит. Шершняга. Топим печку и завтрак. You know it? You know, you know. You know it, Паш, you know it? Завтрак готов. У нас вот такие французские тосты на печке поджаренные. На ветках. Чаек, English breakfast. О, ребятки, вот это жизнь. You know it? No. Yeah. Ну а сейчас мы вновь возвращаемся к главному событию дня. Это посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию. И только что мы получили комментарий главы Республики Саха-Якутия Айсена Николаева, который также присутствовал в Кремле и слушал обращение главы государства. Итак, пожалуйста, комментарий Айсена Николаева. Ключевых моментов в послании президента несколько. Первое – это, безусловно, новые меры поддержки социальной семьи с детьми, программы борьбы с бедностью, увеличения доходов населения. Они очень важны для нашей республики, особенно вот те меры, которые будут реализовываться в части поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет, в части повышения материнского капитала, в части возможности уже выплат материнского капитала на первенца в семье. То есть это достаточно революционный подход,
подходы. И, конечно же, для нашей республики, которая всегда отличается высокой рождаемостью, я считаю, что эта мера еще послужит еще дополнительным стимулом для того, чтобы многодетных семей у нас становилось больше, во-первых. Во-вторых, чтобы термин «многодетная семья» не становился, к сожалению, синонимом «бедная семья», что до недавнего времени у нас, к сожалению, это было. Вот. Считаю также очень важным те направления по здравоохранению, по образованию, которые тоже озвучены президентом. Считаю, что для нашей республики это абсолютно важно, абсолютно нужно. И в этом направлении те шаги, которые мы сегодня предпринимаем, мы видим, что они, в принципе, в русле как раз федеральной программы. Ну и, конечно же, очень большой пакет озвучен конституционных реформы. Увеличение роли парламента, увеличение роли регионов, усиление роли Государственного совета. Считаю, что это все, конечно же, должно быть обсуждено. Ну и, конечно, эта мера, они на самом деле назрели. И с точки зрения усиления демократических процессов в нашем государстве, построения гражданского общества, считаю, что абсолютно необходимые и важные предложения сегодня нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным озвучены в его ежегодном послании. Телеканал Якутия-24 следит за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Удачи вам.